Уважаемые члены экспертной комиссии и участники конференции, разрешите представить вашему вниманию доклад на тему «Отрицательное влияние социальных сетей на детей подросткового возраста. Необходимость человека в общении – доказанный факт, поэтому созданные примерно 20 лет назад социальные сети были направлены именно на возможность обмена сообщениями между людьми на расстоянии. Сегодня же социальные сети – это многомиллионные ресурсы с огромным количеством всевозможных приложений и средств развлечения. Актуальное исследование связано с тем, что социальная сеть – это новая форма общения. И нам, как пользователям социальных сетей, стало интересно, как выражают себя подростки в социальных сетях. Социальная сеть – это общение на дальних расстояниях и возможность полноценного общения для замкнутых, неуверенных в себе подростков по своим интересам и взглядам. Цель исследования – выявить отрицательные влияния социальных сетей на детей подросткового возраста. Задача исследования – изучить появление и развитие социальных сетей. Определить виды популярных социальных сетей у современных подростков. Изучить влияние подростков в социальных сетях. Методы исследований. Изучение литературы социальных сетей, наблюдение, беседа, анкетирование одноклассников. База исследования. Средняя образовательная школа 26 города Якутска имени Елизаветы Юльевны Келли-Пелли. Прочитывание бессмысленных сообщений и комментариев. Ежедневная зависимость от этого. По данным опросам, средний пользователь сети заходит на свою страницу не менее 2 раз в день. Соцсети позволяют каждому почувствовать себя иным человеком, ведь можно выложить не только чужое фото, но и написать море недействительной информации. Вызвана еще больше зависимость от своего аккаунта. Ежедневно из 65 миллионов человек в России, входящие в интернет, более 90%. Это посетители соцсетей. 81% это дети, зарегистрированные в какой-нибудь социальной сети. На сервисах некоторых сетей какое-то время хранится фотографии, которые удаляются. Наряду с развитием соцсетей появилась новая фобия – боязнь взлома аккаунта. Ловушка социальных сетей в том, что они вызывают реальную зависимость. Отмечено, что активные пользователи практически перестают интересоваться чем-либо, кроме просматривания соцсетей. Отрицательным фактором являются фобии, общение с реальными людьми, снижение уровня грамотности, а также патологическую зависимость от интернета, которая отрицательно сказывается на учебе, на самооценке, умственной утомляемости и качестве жизни в целом. Многие из наших сверстников добавляют себя в друзья. Мы считаем, что в ситуации недостатка родительского внимания ребенок ищет пути самореализации и самоактуализации в воображаемом мире, отдавая виртуальной жизни все больше и больше времени. Спасибо за внимание!